Не реагируете на жалобы жильцов? Сколько раз говорили, как-то избавиться от них, но никто не хотел, никто не слышал. Тогда ждите штраф от Госжилинспекции. Татарский учат в школах. В августе текущего года возобновлена работа онлайн-школы «Онатели». Имеющийся контент переведен на отечественную платформу. А как сохраняют родной язык другие национальности? Творческий вечер в картинной галерее. Погладил по вихрастой голове, а сердце сжало боль. В Альметьевске прошла 124-я встреча проекта «Арт-гостиная». Мини-футбол и муниципальные служащие. В Альметьевске прошел зональный этап республиканской спартакиады. Это новости Юго-Востока. В студии Диана Янтимирова. Здравствуйте. Управляющая компания не реагирует на обращения жителей. За это УК АСЦЖ получила предупреждение от жилищной инспекции. В случае еще одной жалобы наказание будет уже финансовым. Хотя коммунальщикам к этому уже не привыкать. Штрафуют их регулярно. Кажется, дом Белоглазова 50 ничем не отличается от десятков типовых пятиэтажек в городе. Только его жители считают по-другому. Дело в том, что помимо официальных собственников здесь поселились нелегальные жильцы. Бомжи всякие, которые у нас в подвале могут находиться, либо здесь, в подъездах бомжи у нас находятся. Сколько раз говорили, как-то избавиться от них, но никто не хотел, никто не слышал. Не слышит людей управляющая компания АСЦЖ и по другим вопросам, за что и получила санкции от надзорного органа. В сентябре к жилищникам обратилась жительница дома номер 22 по улице Ленина с просьбой о замене канализационного стояка. Ответа не последовало. Виновным в нарушении признан директор ООО АСЦЖ. Ему назначено наказание в виде предупреждения. При следующем нарушении последует финансовое наказание. Примером такой жалобы может стать обращение о неверной информации в системе ГИС ЖКХ. По данным жилищной инспекции, номер, указанный на портале, не подтвержден как аварийно-диспетчерская служба. Среди нарушений управляющей компании и отсутствующие акты о проделанных работах. Организация обслуживает 104 дома. И ни по одному из них за август не размещены акты о проделанных работах в электронной отчетности. Похожая ситуация и с квитанциями за ЖКУ. В системе нет и половины платежных документов. Ну и кроме прочего, странное происходит и с другими данными. Кадастровые номера квартир не внесены в систему, либо они не связаны с базой Росреестра. Особое внимание на это обращаем жителей домов номер 43, 48, 50 по улице Белоглазова, номер 26, 36, 40 по улице Чехова. Полный список размещен на нашем сайте. Чтобы решить этот вопрос, нужно обратиться в Росреестр или к оператору ГИС ЖКХ. Несмотря на многочисленные нарушения, не у всех жителей подшефных домов есть претензии к управляющей компании. Когда отопление давали, я на 4-м этаже живу, а на 5-м этаже надо мной там никто не живет. И приходилось их соседей искать. Но не сразу, конечно, они отреагировали. Пришлось немножко подождать, потому что люди не живут, пока их нашли, пока чего. Но до холодов вопрос решился. Возможно, люди просто привыкли, то надо ждать. И в день обращения их вопрос вряд ли решится. Так же, как сотрудники и руководство УК АСЦЖ привыкло к штрафам. Ведь жилинспекции регулярно есть, за что их наказать. 3 раза организацию оштрафовали с начала этого года и 3 раза в 24-м. Елена Бауэр, Павел Храмов, новости Юго-Востока. Пока одни сохраняют свои позиции в антирейтинге, другие хотят сохранить родной язык. Следующий год в России объявлен годом единства народов страны. В Татарстане же проходит международное десятилетие народов республики. Началась программа 3 года назад. О том, что изменилось и как сохраняют языки коренных народов республики, далее в сюжете. Альметьевские школьники изучают татарский язык по одной из 3 программ. По 2 из них язык изучают как родной, только в первом варианте на нем ведут все уроки. В другом дисциплины преподают на русском, и 3-й подход – изучение татарского как государственного языка. По какой программе будет учиться ребенок, выбирает родитель. Учебники для детей и пособия для педагогов есть как в бумажном, так и в электронном варианте.
В августе текущего года возобновлена работа онлайн-школы «Онатели». Имеющийся контент переведен на отечественную платформу, обновлен интерфейс, разработана адаптивная версия системы, добавлена возможность регистрации работы через ЕСИЯ. Чтобы воспитанникам детсадов и школьникам качественно преподавали материал, педагоги регулярно повышают квалификацию, а также доказывают свое мастерство на профессиональных конкурсах, в том числе федерального масштаба, где татарстанцы попадают в число лучших. С особой гордостью хочется отметить, что успехи наших педагогов на федеральном уровне нас радуют. Победитель республиканского конкурса Мухаметова Айслу Маратовна, учитель лицея 146 «Ресурс города Казани», представила Татарстан на всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка, родной литературы» в Республике Бурятия в городе Улан-Удэ. Она вошла в топ-5 лучших учителей России. С тем, что родные языки народов Татарстана нужно сохранять, согласны и альметьевцы. В республике проживает больше 170 национальностей. Изучать все эти языки в школе получится вряд ли. Поэтому горожане считают, что передавать знания из поколения в поколение – ответственность каждого народа. Все языки изучить невозможно. Это надо голову такую умную. Ну, есть национальный и государственный. И хватит, я думаю. Я знаю, мои дети, внуки должны знать, я так думаю. Всенародность пускай будет. Мордова и мордовские должны знать. Их родители, внуки, правнуки, все. Они же здесь родились. Родной язык, есть родной язык, тем более Татарстан. Мне кажется, свою национальность надо как-то... Да. Но пока в программу среднего образования входят только языки, признанные государственными, и иностранные. Что касается татарского, Раис Республики в своем последнем послании поручил разработать программу, которая будет сохранять идентичность народа не только здесь и сейчас, но и на перспективу. Елена Бауэр, Павел Храмов, Новости Юго-Востока. К событиям культурной жизни города. 10 лет направлению театральное творчество отметили на встрече «Арт-гостиная» Альметьевской картинной галереи. Студенты музыкального колледжа выступили с творческими номерами. Отметить круглую дату решили и выпускники заведения. Встречу двух поколений посетила наш корреспондент Эльвира Шакирова. А у вас тут миленько. Корова Золька, дочь солнца. Темой 124-й арт-гостиной стал юбилей отделения «Театральное творчество» в Альметьевском музыкальном колледже. На импровизированной сцене выступают нынешние студенты, а в качестве зрителей – выпускники. Рушан и Алина закончили колледж в 2022 году и по сей день вспоминают студенческие будни с теплом. Но именно студенчество дало для меня такую опору, такой толчок в будущее, потому что именно тогда я получил те образования, которые мне пригодились и по сей день. Вообще изначально хотела поступать на вокалистку, но наша замечательная тогда заведующая отделением, Попова Наталья Юрьевна на тот момент, она сказала: Алинка, у нас открылось театральное отделение, давай будешь первопроходцем. Вот поэтому я подумала, театралы это классно, это круто. Однажды мы в чайном дворике, это на улице Тукая, показывали спектакль «Королевская корова». У нас была очень неустойчивая скамейка. Если на одну сторону сядешь, то на второй стороне обязательно должен сидеть человек. И так получилось, что мы сидели с Раушаном там вдвоем. А Раушан встал, и я благополучно с этой скамейки упала. Потом, через какое-то время уже на протяжении спектакля, Раушан встал на эту скамейку и сам уже чуть не упал. Проект «Арт-гостиная» существует уже 15 лет. Эти встречи стали площадкой для тех, кто хочет делиться своим творчеством. Погладил по вихрастой голове, а сердце сжало боль. Такая мука лишиться двух кормильцев сыновей. Арт-гостиная, она, собственно, и создавалась для того, чтобы у нас было в городе такое интеллектуальное пространство, такое творческое пространство, когда люди, которые интересуются искусством, могли бы прийти в картинную галерею, посмотреть экспонаты и заодно послушать такое творческое мероприятие. А музыканты, то есть студенты, там, дети, которые учатся в музыкальной школе, педагоги, они могли бы поделиться вот своим талантом, своими способностями, умениями. Традиционно арт-гостиная ждет зрителей в первый четверг каждого месяца. Прийти может любой желающий. Следующая встреча пройдет 4 декабря. Она будет посвящена Новому году. Эльвира
Эльвира Шакирова, Павел Храмов. Новости Юго-Востока. К новостям спортивным. Ежегодная спартакиада муниципальных служащих Татарстана в самом разгаре. Сегодня в Альметьевске встретились 10 команд. Соревновались они в мини-футболе. Поболеть за спортсменов решил и ЮВТ-24. Сегодня муниципальные служащие встретились в неформальной обстановке, заменив официальные костюмы на футбольную форму. Зональные соревнования по мини-футболу начались с торжественного открытия. Приветственным словом выступили организаторы принимающей стороны и глава Знакаевского района. И огромное спасибо Альметьевску за эту спартакиаду. Каждый год мы с удовольствием приезжаем. Поэтому всем желаю удачи, успехов, с праздником! Татарстан чемпион! Ура! Мини-футбол проводится в 2 тайма по 20 минут. Футбольное поле делится на 2 зоны, и матчи идут параллельно. Первыми на поле вышли команды Альметьевска и Заинска, Зеленодольска и Нижнекамска. Все участники – муниципальные служащие. Первая игра для альметьевцев закончилась безоговорочной победой. Счет 5-0. Риман Сабуров участвует в состязаниях уже 5-й год. Любовь к футболу, она, наверное, уже есть с детства. И я сам из другого района и переехал в Альметьевск. Просто любовь к футболу увеличилась за счет окружения, которое у меня было и в коллективе, и по сей день объединяет ежедневно. Надеемся на победу, что отрадно, что начали с победы, уже заряжены, дальше продолжать побеждать и пойдем бороться за медали. Спартакиада продолжается круглый год. Соревнуются в 10 видах спорта. От лыж и настольного тенниса до легкой атлетики. Районы республики делятся на 3 зоны. Сегодня побороться за Кубок чемпиона приехали команды из 10 муниципалитетов Татарстана. Благодаря Министерству спорта и при поддержке нашего уважаемого Раиса в Татарстане проходит спартакиада муниципальных служащих и спартакиада государственных служащих. Все-таки надеемся, что мы попадем в любом случае в первую тройку. Ежегодно пьедестал делит 3 района. Это Казань, Альметьевск и Азнакаево. Но в прошлом году 3-ми были Набережные Челны. Посмотрим, как сыграем в этом году. Состязания по мини-футболу идут 2 дня. По результатам будет определена тройка победителей. Эльвира Шакирова, новости Юго-Востока. А теперь расскажем о погодных условиях в городах Юго-Востока на ближайшие сутки. В субботу, 22 ноября, в Альметьевске будет пасмурно. В темное время суток ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 7 градусов, ночью минус 1. Ветер южный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Азнакаево, Бавлах, Бугульме, Заинске и Лениногорске прогнозируется пасмурная погода с дождями. Днем столбики термометров покажут плюс 5, плюс 7, ночью минус 1, минус 2 градуса. Ветер в основном южный до 12 метров в секунду. И это все новости на сегодня. Если не успели к началу выпуска новостей, то его можно посмотреть на нашем сайте. Там запись появляется сразу после выхода в эфир. Также ЮВТ-24 есть во всех социальных сетях. Мы рады любой обратной связи. Пишите комментарии, вопросы и пожелания. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Диана Ентимирова. До встречи в эфире.